С 23 по 30 мая в Уфе прошел 7-й международный фестиваль тюркоязычных театров «Туганлык». В 2019 году фестиваль был посвящен Году театра в России, столетию со дня образования Республики Башкортостан и вековому юбилею Башкирского академического театра драмы имени Мажида Гафури. В конкурсе приняли участие творческие коллективы из Башкортостана, Татарстана, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Тывы, Крыма, Хакасии, Турции, Алтая и Гагаузии. В рамках «Туганлыка» также состоялись международная научно-практическая конференция «Тюркоязычный театр и диалог культур», лекция московского театроведа Ольги Егошиной «Новые лица российского театра», круглый стол с председателем Кабинета национальных театров СТД России Борисом Манжиевым и творческая встреча с художественным руководителем театра Российской армии Борисом Морозовым. Украшением фестиваля стал театральный Еен Сабантуй с участием приезжих артистов в Кармаскалинском районе. А началось все с церемонии торжественного открытия международного фестиваля тюркоязычных театров «Туганлык». Дорогие друзья, наши многоуважаемые гости, позвольте мне от имени правительства Республики Башкортостан, от имени временно исполняющего обязанности главы Республики Башкортостан Радия Фаритовича Хабирова поздравить вас с открытием 7-го международного фестиваля тюркоязычных театров «Туганлык». В свое время мы стояли у истоков. В 1991 году это был замечательный праздник, и Аллаха шүкір, бүгінгі тиклем был фестиваль яшап келя, һәм үзенең эшен дәвам итә. В зале здесь среди вас присутствуют те, кто видели этот первый фестиваль. Это такое великое счастье, что фестиваль продолжает свою жизнь, фестиваль уверенно шагает по тюркоязычным странам и радует тюркоязычные театры. Фестиваль тюркоязычных театров «Туганлык» берет начало с 1991 года. Проведение масштабного культурного форума в такое непростое время, когда огромная и могучая страна начала распадаться на отдельные государства, было событием знаковым. Да и название «Туганлык» было выбрано не случайно. В переводе с башкирского это слово означает «родство», «братство», что как нельзя точно передает смысл и основную идею Уфимского фестиваля – объединение не только тюркоязычных театров, но и родственных народов. Благостную эту идею поддержали многие братья по искусству, которые, несмотря на расстояние нас разделяющие, приехали в 1991 году в столицу Башкортостана на театральный праздник. Первый фестиваль не выдался комом, что подтвердило участие и добрые отзывы известных российских критиков и театроведов, благословивших Туганлык на долгую жизнь. И вот 7-й по счету фестиваль. Из нововведений нынешнего форума театру-победителю будет вручен главный приз в виде юрты. Впервые в этом году жюри и коллегии критиков объединены в общий экспертный совет. Постоянным президентом фестиваля отныне стал известный режиссер Рифкат Исрафилов, который стоял у истоков фестиваля. В течение фестивальной недели на уфимских сценах было показано 13 спектаклей, один из которых «Беруши» Салаватского башкирского театра во внеконкурсной программе. Победителей выбирал экспертный совет под председательством художественного руководителя театра Российской армии, режиссера, театрального педагога, народного артиста России Бориса Морозова. Я по профессии театральный режиссер, а любое замечание режиссера кому-то, своему коллеге и так далее, может быть просто, так сказать, ответ такой: возьми и сам поставь. Другое дело, когда говорит критик. Но я могу сказать только одно, я думаю, что все члены экспертного совета со мной согласятся, то, что мы будем судить, знаете, говорят, мы будем судить беспристрастно. Нет, мы будем судить пристрастно, своей любовью к театру. Но мы будем судить взыскательно по-доброму. Мы будем судить очень внимательно. Итак, в первый день фестиваля зрителям была представлена работа хозяев форума – Башкирского академического театра драмы имени Мажида Гафури, спектакль Айрата Абушахманова по роману Гузель Яхиной в инсценировке Ярославы Пулинович «Зулейха открывает глаза». Спектакль в этом году стал лауреатом национальной премии «Золотая маска» в номинации «За сценическое прочтение одноименного романа Гузель Яхиной.
Очень хорошо поставлены, очень хорошая декорация, очень хорошая режиссерская работа и очень актерская работа, очень хорошо. Молодцы, ребята. Да, мне понравились вот это герой, героиня и вот это мальчик. Наконец-то начался наш фестиваль «Туганлык», к которому мы долго-долго готовились. Вроде как казалось, что май очень долгий, далекий, но тем не менее время очень быстро прошло, и сегодня 23 мая, фестиваль открылся. Хочется пожелать участникам удачи, успехов, чтобы они смогли показать то, что хотят, и чтобы уфимский зритель оценил их спектакли, и наши гости уехали с призами. Второй день Туганлыка ознаменовался международной научно-практической конференцией «Диалог культур» и тюркоязычный театр, прошедшей в Башкирском государственном педагогическом университете имени Акмуллы. В это же время в малом зале Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури состоялась творческая встреча с народным артистом России Борисом Морозовым. Вечером зрителей ожидал второй конкурсный спектакль – постановка Татарского академического театра имени Галиаскара Камала «И это жизнь» – дипломный спектакль молодого режиссера Айдара Заббарова по произведениям Гаяза Исхаки. Спектакль – номинант Российской национальной театральной премии «Золотая маска» в 6 номинациях. Не первый раз участвуем в этом фестивале. Татарский государственный академический театр имени Галиаскара Камала не первый раз участвует в этом фестивале. И, наверное, можно сказать, что мы изначально, как появился Туганлык фестиваль, участвуем в каждом его фестивале, потому что мы соседняя республика, Татарстан республика, и братские наши театры, они всегда и на гастролях, и в обыденных жизнях мы всегда общаемся друг с другом. И, конечно, вот название фестиваля «Туганлык», то есть родство, это слово само за себя говорит. То есть мы вместе периодически встречаемся. Естественно, в Туганлык мы не могли не приехать. Мы очень рады, что она проходит в Башкирии, и нас радует, что собирается много театров. Интересно с ними пообщаться, с ними увидеться. Также у нас у себя в Казани проходит свой фестиваль «Наурус». И вот это вот наше, вот такой вот, как бы периодически, когда собирается руководство, творческие люди в одном месте, это многое дает и практического между собой общения, и творческого, когда мы смотрим друг друга, и интересные дальнейшие планы мы формируем, совместные какие-то проекты. Третий день международного фестиваля тюркоязычных театров «Туганлык» начался с заседания Кабинета национальных театров Союза театральных деятелей России, которое провел секретарь СТД России Борис Манджиев. В этот же день на малой сцене Башкирского театра драмы имени Мажита Гафури на суд зрителей был представлен необычный по форме спектакль независимого театра «Дом» Республики Азербайджан «Лимбо». Постановка посвящена проблемам людей, вынужденных покинуть свои дома и поселиться в перевалочных лагерях. Здесь нет разделения между сценой и аудиторией, актерами и зрителями, и потому у каждого наблюдающего есть возможность стать частью спектакля. Для всех зрителей будет интересно увидеть что-то новое, какие-то интересные проекты, спектакли, как актерам, так и режиссерам и так далее. Я впервые участвую в фестивале «Туганлык». Мне очень понравилось башкирский, я не знаю, люди, город, какие они хорошие театралы, огромные, очень положительные.
энергия есть в городе и в театре, в центре театра. Я всех поздравляю, благодарю и всем желаю удачи в фестивале. Ben sevirem Toxanlığı. Я люблю Toxanlıq. Вечерняя афиша Туганлыка выглядела следующим образом. На сцене театра имени Мажита Гафури был показан спектакль Крымско-татарского академического музыкально-драматического театра «Женитьба» по пьесе Гоголя. Во-первых, это высокопрофессиональный фестиваль. То есть здесь есть номинации, и здесь есть то, что мы можем показать свое искусство, мы можем показать свою нацию, мы можем показать свой профессионализм, в чем мы находимся, в чем мы живем, наш театр, да. И, во-вторых, это просмотр других спектаклей. Но хочу сказать, что всегда приятно приезжать на такие фестивали, такого рода фестивали, особенно Туганлык. Мы уже не первый год приезжаем. В 2012 году мы были со спектаклем «Аслыхан». Там у меня тоже была главная роль. «Аслыхан» я играла. И в этом году мы приехали со спектаклем «Женитьба» Ивленов на нашем крымско-татарском языке. Ну что хочу сказать. Главная героиня Агафья Тихоновна, которая собирается выйти замуж. Любая девушка всегда хотела выйти замуж, но, как все женщины, мы ищем идеального мужчину. Ну и роль Агафьи Тихоновны такая, что вы даже услышите это потом в спектакле, что ей бы хотелось идеального мужчину создать, от этого чуть-чуть взять, от того, от третьего, десятого, поэтому она никак не могла определиться с мужчиной. Роль интересная и такая непредсказуемая. Девушка все время в поиске, и мне кажется, что она даже уже когда вышла замуж, ну, это был секрет, что она выйдет замуж, что она до сих пор не понимала, кто тот идеальный мужчина, за которого бы она хотела выйти замуж. А в Национальном молодежном театре Республики Башкортостан имени Мустая Карима выступал Гагаузский театр имени Диониса Таносоглу, Республика Молдова, представивший на суд фестивальной публике спектакль «Дорогая Памела». Самое главное — участие. Вот это самое главное — показать себя, что мы есть Гагаузский театр, есть гагаузский народ. Обмен опыта, конечно. Лично я, например, буду до конца здесь и просмотрю все спектакли. Это для меня будет большой плюс. Очень хорошая атмосфера, все очень доброжелательно, очень приятно посидеть, пообщаться с коллегами, узнать вообще очень многого друг о друге. Это, наверное, самое ценное, что есть на фестивале. Фестивальная программа 4-го дня подарила публике 2 спектакля. На сцене Уфимского татарского театра «Нур» была показана работа Стерлитамакского государственного концертно-театрального объединения «Таганок» по мотивам повести Мустая Карима в инсценировке и постановке московского режиссера Антона Федорова. Это, пожалуй, один из самых масштабных спектаклей коллектива из Стерлитамака. Режиссер, сохраняя бережное и трепетное отношение к автору, вывел классический материал башкирской литературы на новый уровень современного художественного мышления. Поздним вечером в театре имени Мажита Гафури в рамках внеконкурсной программы прошел спектакль Салаватского государственного башкирского драмтеатра «Беруши» по пьесе Алжаса Жанайдарова в постановке Ильсура Казакбаева. Я летом приеду и все сделаю, несомненно. Ничего не будет летом! Ничего не будет летом! Что ты делаешь, а? Что ты делаешь? Ты с самого начала так хотел, да? Все знал! Он же тебя любит! Он доверял тебя! Ты ему как сын! Ты трус! Я не трус!
Туганлык — это основной наш башкирский театральный фестиваль, поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы он, вот этот 7-й фестиваль, чтобы он продолжался, чтобы он набирал обороты не только в масштабах, но и в профессиональных каких-то качественных моментах, поэтому я думаю, что у нашего фестиваля еще хорошее будущее, надеюсь, он будет жить и процветать, и давать фору остальным театральным фестивалям. Пятый день фестиваля ознаменовался лекцией московского театроведа Ольги Егошиной «Новые лица российского театра». Особое внимание критик уделила новому поколению режиссеров, их работе с драматургическим текстом, говорила об отношении мэтров режиссеров и молодых постановщиков, рассказала интересные подробности о некоторых московских спектаклях. В этот же день на малой сцене Башкирского государственного театра оперы и балета прошел показ моноспектакля «Пирае» продюсерской компании Хасана Акара из Турции. Спектакль поставлен по письмам и стихам Назима Хикмета. Görünmez kuşlar ötüyor üstünde kızıl ağaçların. Alevli bir duman gibi tütüyor gözünde saçların. Saçları altın, dudakları nar, koyu kehribar gözlü sevgilim. Çıkacağımdan emin değilim, tutmaz bizleri ah. Ah ne tuhaf, ne güzel, ne harikulade ışıldıyor ay ışığı pencerenin demirlerinde. Elbette ben böyle demirlerle bölünmeyen, ayağa kavgaya ve sana kavuşacağım günün birinde. Karı, kış geldi gönder benim yün çorapları. А на сцене Национального молодежного театра Республики Башкортостан имени Мустая Карима развернулся знаменитый сюжет о трагической истории юных влюбленных Уильяма Шекспира. Спектакль «Ромео и Джульетта» представил публике Акмолинский областной казахский музыкально-драматический театр имени Хусаинова. Туганлык первый раз участвуем, да. Башкирия вообще очень сильно понравилась. Много схожего в наших нациях. Такие же гостеприимные, приветливые, всегда улыбаются. Ну и, конечно, природа. Природа тоже, мы без ума влюблены в природу Уфы. Этот фестиваль нужен в первую очередь для того, чтобы вот так вот тюркоязычные, как страны, общались между собой, делились вот таким опытом, чтобы мы не варились в своей, да, каше, там, так сказать, чтобы мы знали друг о друге, что есть у нас вот такие братские народы. Утро 6-го фестивального дня началось в Кармаскалинском районе, где близ села Тосингирова прошел театральный ЕЕН. Участники форума посетили знаменитый памятник командиру легендарной 112-й башкирской кавалерийской дивизии Минигали Шаймуратову. Главной идеей Сабантуя стало объединение всех гостей фестиваля. Команды для состязаний были сформированы из разных делегаций, что способствовало единению и дружной атмосфере на празднике. Сегодняшнее событие, сегодняшний ЕЕН – это Здравствуйте! экватор нашего фестиваля, и уже можно говорить о каких-то результатах, которые дал нам фестиваль. Результаты самые, что ни на есть, положительные, и хочется выразить огромную благодарность и Министерству культуры нашей республики, и всем организаторам, которые принимали участие в создании, в проведении этого фестиваля, замечательного фестиваля. И, конечно, поблагодарить всех приезжих гостей и весь обслуживающий персонал, которые работали на фестиваль. Фестиваль
2019 года 7-й фестиваль состоялся, чему я очень и очень рад, потому что этот фестиваль посвящен столетию нашей республики и столетию Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури. Сегодняшний Йеен, сегодняшний Сабантуй – это настоящий праздник, праздник дружбы, праздник народов, праздник солнца, праздник настроений и, конечно же, праздник театра, праздник театров. Очень здорово, что придумали такую идею, придумали такой Сабантуй, такой Йеен. Мы не то, что просто там видим другие танцы или песни, но мы еще также тесно общаемся, друг за друга радуемся, улыбаемся, машем. Ну, настолько все атмосферно, настолько все весело, легко, позитивно. Дай Бог, чтобы и дальше такой Йеен был, и чтобы дальше мы тоже дружили. Главным спортивным состязанием можно назвать национальную борьбу «Кюреш». Абсолютным чемпионом здесь стал настоящий батыр из Башкирского театра оперы и балета Азамат Даутов, которому по традиции в подарок был вручен баран. Первый раз выигрываю барана, несколько раз участвовал на Сабантуе, но чтобы выиграть барана, победить в абсолютном весе, это в первый раз. Эмоции положительные, я очень рад. Настроение прям боевое. В общем, все хорошо, спасибо. В театральном Йеене актеры также смогли посоревноваться в турнире по стрельбе из лука, беге в мешках, поиску монеты в катыке, разбивании горшка, перетягивании каната. Быть в жюри на таком празднике не очень здорово, потому что тебе приходится сидеть на трибуне и смотреть, как веселятся другие. Пожалуйста, дорогие организаторы, в следующий раз устройте соревнования для жюри. Назад, назад, да! Раз, два, три, поехали! Сегодня вот прекрасная погода и имеет огромное значение в том отношении, что туганлык объединяет тюркские народы. И сегодня, и как в 2017 году, мы разделили команды не коллективами, а разделили, чтобы было в каждой команде из каждого театра. То есть они во время игры, состязаний, чтобы они поближе познакомились, сдружились. И мне кажется, это нам удается. Мы видели, как они с удовольствием соревнуются между собой. Я даже не ожидал, что будет так хорошо. И погода нам тоже сопутствовала, хорошая погода стала. Хотя по интернету все говорят, что дождь будет сегодня. А вот видите, благодаря нам, благодаря нашим театралам, актерам, хорошая погода. Сам Сабантуй очень увлекательный, очень интересный. Гость, жители этого района, этой республики нас очень хорошо, тепло встретили. Угостили разными угощениями, яства разные. Очень интересно, особенно национальная культура. Ой, это очень дружественное, очень радостное впечатление, потому что хочется радоваться, петь, потому что природа, соединение народов, дружбы, людей, знакомства – это потрясающе. Замечательные впечатления, очень теплые, солнечные, как и погода. Мне кажется, это очень замечательная идея проводить такие театральные сборы на природе, где все коллективы как-то объединяются, где играют, и эта игра всех объединяет. Это очень важно. В программе были и зоны для детских развлечений, выставки продажи блюд национальной кухни, концерт артистов крымскалинской самодеятельности. Дорогие гости.
Вечером на сцене Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури состоялся показ спектакля Национального драматического театра Республики Алтай «Чайнеш» по мотивам одноименной пьесы Павла Кучияка. Режиссер, заслуженный деятель искусств Республики Саха, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Сергей Потапов. Седьмой день форума ознаменовался большим событием для участников 7-го международного фестиваля тюркоязычных театров «Туганлык». С деятелями культуры встретилась министр культуры Республики Башкортостан Амина Шафикова. На заседании присутствовали члены экспертного совета, президент и художественный руководитель фестиваля, председатель Союза республик СТД России и представители делегаций Республики Крым, Алтая, Гагаузии, Тывы, Казахстана, Кыргызстана, Хакасии. В малом зале Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури в рамках фестиваля «Туганлык» состоялась лаборатория заслуженного деятеля искусства Республики Башкортостан, композитора Урала Идельбаева по музыкальному оформлению спектаклей. На встрече он рассказывал об истории музыки, о ее видах, свойствах звука. Особое внимание Урал Идельбаев уделил музыкальной психологии, отметив, что для многих народов музыка – это язык, способ понимания друг друга. Композитор устроил также видеопрезентацию на живых инструментах, продемонстрировал все возможности музыкального воспроизведения тех или иных композиций. В этом ему помогал оркестр Башкирского театра имени Мажита Гафури. Скажем, комбинация нот, она очень разная. Она зависит от каких-то, может быть, природных или климатических, или то есть, от тех инструментов, которые они создали. То есть инструменты ведь они тоже делались из того, что растет на самом деле. Поэтому там, где в Китае, в Корее мы видим бамбуковые инструменты. Вот, и не видим бамбуковых инструментов там, где их не растет. Поэтому инструментарий он тоже у людей вокруг, что они видели, из того и делали. Очень хотели играть, поэтому нашли курай и из него делали энергию. Но бамбук у нас не растет, поэтому у нас нет в Башкирии бамбуковых инструментов. В этот же день на сцене Уфимского татарского театра «Нур» Хакасский национальный драматический театр имени Топанова представил спектакль «Старик и море» Эрнеста Хемингуэя. Автор инсценировки и режиссер Марас Чеббур поставил эту историю в минималистической эстетике с использованием компьютерной графики, песочной мультипликации и живой музыки. Мы вышли и сразу почувствовали, что зал это тепло принял наш спектакль. Я люблю Туганлык. Вечером на сцене Русского драмтеатра Кыргызский государственный театр юного зрителя имени Бакен Кадыкеевой показал спектакль «Лавина» Тунжера Джудженоглу. Жить под чью-то диктатуру это очень тяжело. Вот во время той эпохи, наверное, было так. И вот люди жили каким-то начальством или каким-то большими людьми, придуманы какие-то правила, да? Вот что будет лавина, и кричать нельзя, вот ругаться нельзя, да, как бы. И вот мы одни из восстанников, да, которые, вот мой герой, как бы один из, ну, все время искал путь, да, как бы выбраться из этой ситуации. И вот он находит в конце, вот и решаются все вот эти проблемы. Мне очень понравится, мне здесь очень хорошо, уютно, все люди, скажем, коллеги, очень дружелюбные. Им спасибо. Через 10 лет, я думаю, с большим именем будет этот фестиваль. Привет из Башкортостана, город Уфы, моей маме, всем родственникам. Я вас люблю.
Ну, о декорации я могу сказать одну вещь, что Радик Аглямович, которого, наверное, знает вся Уфа или весь Башкортостан, теперь его знает просто вся Средняя Азия, сделал эту декорацию, мы не перевозили декорацию. Вся декорация была сделана его руками, его цехами. Поэтому как бы она символизировать должна вершину горы, на которой живут люди, снежные горы, которая не тает никогда. И смысл спектакля в том, что люди, проживающие на этой территории, они очень боятся, что сойдет лавина. Именно поэтому жизнь их подчинена этому страху. То есть они ничего не делают громко, они не стреляют, не ходят на охоту, не пасут стада, не рожают, не женятся. Все это происходит в 3 месяца, когда сходит снег, и опасность лавины уже их не пугает. Многие театры приехали без декораций, поэтому пришлось нам потрудиться, подготовить, создать условия для того, чтобы эти спектакли проходили на том уровне премьерном, где у себя на родине при создании, чтобы не потерять вот тот шарм, который, те задумки, которые были при изготовлении декораций. Поэтому мы постарались это все подготовить. Вот. Кроме как киргизов, вот, и крымский этот театр приезжал, им тоже это самое подготовили. Азербайджан, Баку, Бакинский театр постарались как-то подготовить. Поэтому со стороны башкирского театра были созданы все условия для того, чтобы как-то достойно коллективы могли показать свои работы на этом фестивале. Любой театральный фестиваль – это не только праздничная атмосфера с каждодневным просмотром спектаклей и дружеским общением, но и рабочие будни с обсуждением конкурсных постановок, критикой и замечаниями. В этом году на Туганлыке работала экспертная комиссия, которая в течение фестивальной недели подробно обсуждала и оценивала просмотренные спектакли, а также рассуждала о творческом поиске каждого театра, его перспективе и потенциале труп. Они реально, словно накапливая в себе что-то, приходят к пониманию чего-то очень важного. И, наверное, не случайно об этом я говорила уже, что у нас сейчас очень актуально вот это направление, когда начинают говорить и показывать об этом спектакле. И, конечно, многие начинают опять обсуждать, зрители. Это не так, это не по-казахски, на самом деле нужно делать вот так. Поэтому, если вот вызывают такие мысли, я думаю, вот эти образы и эта проблема, то, наверное, это действительно, не то что, наверное, это реально актуально, особенно сейчас, в 21 веке. Итак, финал международного фестиваля тюркоязычных театров «Туганлык-2019» и награждение победителей. Почетные звания лауреатов распределились следующим образом. Специальные премии Республики Башкортостан были вручены независимому театру «Дом» из Азербайджана за освоение нового сценического пространства и способов коммуникации со зрителем. Спецпризом за самобытность театрального языка награжден Национальный драматический театр имени Павла Кучияка из Республики Алтай. Спецпремия за следование традициям психологического театра вручена Кыргызскому государственному театру юного зрителя имени Бакен Кадыкеевой. Спецприз за мастерство театральной эксцентрики достался актеру Гагаузского национального театра Михаилу Константинову. Специальным призом Союза театральных деятелей Башкортостана награждена Танзиля Хисамова за роль упырихи в спектакле «Зулейха открывает глаза». Специальные призы Министерства культуры Республики Башкортостан достались Крымско-татарскому государственному музыкально-драматическому театру и продюсерской компании Хасана Акара из Турции. Специальным призом за вклад в театральное искусство награждена кандидат искусствоведения профессор Суфия Кусимова. Приз президента фестиваля Рифката Исрафилова присужден исполнителю роли старика Виктору Кокову в спектакле «Старик и море» Хакасского национального театра имени Александра Топанова.
В номинации «Лучшая хореография спектакля» победил спектакль «Ромео и Джульетта» Акмолинского областного казахского музыкально-драматического театра имени Хусаинова. Национальный музыкально-драматический театр Республики Тыва имени Виктора Кок-Оола увез с собой награду «Лучший музыкальный спектакль» за постановку «Чадаган». Республика Тыва. В номинации за лучшую женскую роль второго плана отмечена актриса Ниса Бакирова за роль бабушки в спектакле «Таганок» Стерлитамакского государственного театрально-концертного объединения. Лучшей мужской ролью второго плана названа работа Артура Кунакбаева за роль Зиновия Кузнеца в спектакле «Зулейха открывает глаза». В этом же спектакле отмечена и лучшая женская роль имени народной артистки СССР Гюлли Мубаряковой, работа Ильгизы Гильмановой за роль Зулейхи. Лучшей мужской ролью жюри признало работу Искандера Хайруллина за роль Халима в драме «И это жизнь» Татарского академического театра имени Галиаскара Камала. Победу в номинации «Лучшая сценография» получили Антон Федоров и Лилия Сулейманова за спектакль «Таганок» по повести Мустая Карима Стерлитамакского государственного театрально-концертного объединения. В номинации «Лучшая режиссура» победил Айдар Заббаров за спектакль «И это жизнь» Татарского академического театра имени Галиаскара Камала. И лучшим спектаклем Туганлыка-2019 был назван спектакль «Таганок» по пьесе Мустая Карима Башкирского драматического театра Стерлитамакского государственного театрально-концертного объединения, режиссер Антон Федоров. Впечатления какие? Мы не ожидали, во-первых, такого ажиотажа, такого восприятия. Ну, после спектакля я чувствовала, что зритель так нас хорошо принял. И жюри потом после обсуждения было понятно, что отношения... Даже не в жюри, отношение зрителя было понятно. По-моему, они даже дышать боялись, когда шел спектакль. У меня было такое ощущение. Но я за Антона, за театр, за коллективы очень рада, за себя очень рада. Сегодня счастливы все, я так думаю, потому что каждый коллектив сегодня не ушел с пустыми руками. Это уже большое счастье, значит, каждый коллектив чего-то достигает, чего-то будет достигать и поставил для себя задачи. В дальнейшем еще лучше спектакли ставить и играть, чтобы любой зритель, и юный зритель, и взрослый зритель получил для себя то, зачем он пришел. Я хочу всех поздравить, и организаторов вот этого большого праздника, потому что был большой праздник для нас, для всех, и экспертную нашу группу, и всех участников, и всех, кто нам помогал, потому что столько поддержки, столько тепла, столько воодушевления, взаимосвязь была просто волшебная. Поэтому всем спасибо и до новых встреч! Меня переполняет чувство, потому что фестиваль прошел, фестиваль завершился. Недавно только было открытие, а вот, оказывается, прошло уже 8 дней. И такое потрясающее закрытие. Я благодарна всей творческой команде, начиная с президента фестиваля Рифката Вакиловича Исрафилова, художественного руководителя фестиваля Олега Закировича Ханова, который доверил мне сформировать эту программу, за что ему огромное спасибо. Финальное действие фестиваля украсил этноконцерт с участием коллективов и солистов из разных республик и стран. Зрители увидели выступления Тувинского национального оркестра, Чувашского ансамбля народного танца, этно-рок-группы «Аргымак», Государственного ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова, заслуженной артистки Азербайджана Ягут Пашаевой. Следующий фестиваль тюркоязычных театров «Туганлык» планируется провести в 2021 году, посвятив его 30-летию со дня его основания.